Ну а теперь к другим темам. В стране сегодня отмечают День русского языка. Традиционно это 6 июня, день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Именно с чтения стихов у памятника писателю всегда начинаются торжества в Казани. С места событий Айнур Валиахметов. С первых строчек каждому знакомое произведение в этот день читают дети. Пышные природы увядания, багрец и золото, одетые леса. Перекладывая на музыку, исполняют артисты. С раннего утра у памятника великому поэту школьники, студенты и просто те, кто влюблен в творчество Александра Сергеевича Пушкина. Мы с классом его очень любим. В начальной школе мы читали его произведения. Такие мероприятия особенно важны для молодежи, потому что они должны знать историю и культуру своего народа. Цветы к памятнику возложили государственный советник республики Ментимер Шаймиев и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Это день, когда произведения Пушкина читают не только на русском, но и татарском, узбекском и даже испанском. Празднование по случаю юбилея Александра Сергеевича Пушкина дальше переместилось в зал театра оперы и балета. И уже здесь, на сцене, снова звучали узнаваемыми миллионами бессмертные произведения. На сцене оживали герои пушкинских произведений: бал Евгения Онегина, венчание Бориса Годунова. Александр Сергеевич Пушкин придал русскому языку совершенное звучание и поднял его до мирового значения. Его бессмертные творения объединяют людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий, переводятся на сотни языков мира. В Международный день русского языка традиционно вручили государственные награды учителям и деятелям искусств. Айнур Валиахметов, Владимир Юрков. Вести, Татарстан.